Всем привет! Меня зовут Булбул, и я являюсь ведущей самого крутого и креативного шоу Star Ballar. Сегодня мы с вами поговорим о детском кино. Тяжело ли сниматься? Какие трудности возникают у актеров? На эти и многие другие вопросы нам ответит юный, но уже профессиональный актер, участник детского кинопроекта Star Ballar Рашид Мансур. Привет, Мансур! Здравствуйте. Расскажи немного о себе. Ну, что сказать, мне 13 лет, я учусь в 7 классе в лицее Амлиот и занимаюсь плаванием. Мансур, а давай теперь поговорим немного о твоей актерской деятельности. Давайте. Расскажи, как ты узнала о проекте Star Ballar? История была такой, получается, мама по инстаграму искала мне увлечение и нашла рекламу Star Ballar на отбор первого тура. И мама у меня спросила: будешь участвовать? Я сказала: ну, давайте попробуем. Все так закрутилось, завертелось, и вот я тут. Молодец. Мансур, расскажи, пожалуйста, а какие трудности у тебя возникали в процессе съемок и при обучении? Знаете, никаких трудностей не было, потому что я до Star Ballar играл в театре и несколько раз участвовал в фестивале и играл и на маленьких сценах, и на больших сценах. Мансур, а стал ли ты популярным после проекта Star Ballar? Меня стали узнавать в школе, и я стал участвовать в мероприятиях. Меня стали вызывать как ведущего в мероприятиях. То есть ты стал востребованным? Да. Круто. Мансур, а давай теперь немножко отвлечемся и сыграем с тобой в одну игру. Давайте. Суть игры заключается в том, что я буду задавать тебе вопросы, но если ты неправильно отвечаешь, ты должен либо спеть, либо рассказать стих, либо станцевать. Хорошо. Итак, Мансур, первый вопрос. 36 минус 12. Знаете, может 24. И это правильный ответ. Итак, Мансур, ты отлично справился с первым вопросом, но посмотрим, как ты ответишь на второй. Какой месяц был перед июнем? Май. И это правильный ответ. Итак, следующий вопрос. Курица в детстве. Цыпленок. И это правильный ответ. Столица Казахстана. Ну, Астана-Нур-Султан. И это правильный ответ. Ты очень легко справляешься с вопросами, но посмотрим, ответишь ли ты на следующий вопрос. Великая царица сакских племен. Тамирис. Правильно, Мансур. Какое расстояние от Земли до Луны? По моим подсчетам, вот так, 374 тысячи. И это неправильно. А правильный ответ? 384 403 километра. Ладно, я чуток ошибся. Ну, буквально чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Ну что ж, Мансур, ты проиграл в этой игре. И теперь ты должен либо рассказать нам стих, либо спеть песню, либо станцевать. Ну и заодно ты покажешь нам свои актерские способности. Давайте я расскажу стих. Окей. Ну, как раз про 9 мая. Я начну. Где трава от росы, я открою сырая, где зрачки пулемета свирепо глядят. В полный рост под окопом переднего края поднялся победитель солдат. Сердце билось о ребра, прерывисто, часто. Тишина, тишина, не во сне, наяву. И сказал пехотинец: отмаялись, баста! И приметил подснежник во рву. И в душе, тосковавший по свету и ласке, вновь ожили прежний певучий поток.
И нагнулся солдат к простреленной каске и осторожно приладил цветок. Ожили в памяти, были живые. Под Москвой в снегах и в огне Сталинград. За 4 немыслимых года впервые, как ребенок, заплакал солдат. Стоял солдат, смеясь и рыдая, сапогом подпирая колючий плетень. За ним стояла заря молодая, предвещая солнечный день. Ух ты, очень эмоциональный стих. Спасибо тебе, Мансур, за такое прекрасное исполнение. Мансур, расскажи, пожалуйста, что больше всего тебе запомнилось на проекте? Знаете, один раз, когда мы снимали фильм, резко пошел дождь. Даже не дождь, ливень пошел. И мы прятались прям везде. Мы прятались, ждали, блин, когда этот дождь закончится. Он шел и шел. И вот у нас в уме, мы придумали новый кадр, получается, с этим дождем. Там один мальчик, получается, спортсмен, он должен себе показать, какой-то он спортсмен, он не сдается, он никогда не сдается. И вот мы сделали так, что он увидел дождь, такой, блин, что же делать? Ай, ладно, дождь не помешает. И он побежал, весь круг сделал, такой, пришел и все. Он заболел? К счастью, не заболел. Все нормально с ним. Здорово. А что больше всего тебе запомнилось при съемках именно твоего фильма? Получается, в фильме в одном кадре у меня справа сидели 2 девочки и слева 2 девочки. Я должен был играть как настоящего гопника такой. Ну чё, привет. А я так засмущался, то что в кадре получился я вот так. Ну чё, привет. Говори, что хочешь. Я так засмущался, прям, знаете, у меня такое впервые было. Это прям запомнилось мне. То есть ты был такой стесняшкой? Я был в малине. А теперь, дорогие зрители, давайте вместе с вами посмотрим фильм с участием нашего главного героя Мансура и оценим его актерские способности. Привет, Мансур. Привет, девчонки. Мансур, ты что сегодня такой задумчивый? Завтра у мамы день рождения, вот не знаю, что подарить. Девчонки, вы же в этом разбираетесь? Может, подскажете мне? Ну, подари букет или открытку. Можно сережки или духи. Нет, лучше шкатулку для украшений. Сумочку в самый раз будет. Ну или праздничный стол накрой. Ну или конфеты или цепочку подари. Да не, это все не то. Был бы я миллионером, я бы спросил у нее, чего хочешь, и подарил бы это. Ну, миллионерами бывают только нефтяные магнаты. Да, к сожалению. Ты куда? А играть не будешь? Да не, мне сейчас не до игр. Что с тобой? Мне никогда не стать нефтяным магнатом. Ну почему же? Говорят, если долго копать, то и до нефти дойти можно. Спасибо за поддержку. Ладно, я пошел домой. Отдохну немножко. Пока. Если долго копать, то и до нефти дойти можно. Пора копать. Смотрите, с лопаты вышел.
что делаешь? Ты была права, надо копать. Вот чудак. Мансур? Мансур, что ты делаешь? Нефть добываю. Зачем? Хотел тебе подарить, оно же дорого стоит. Сынок, ее же в море добывают. Пошли домой. Ну ладно, пойдем. Алло. Алло, привет. Это я, Мансур. Ты чё звонишь так поздно? Пошли со мной завтра. Куда? На Иртыш нефть добывать. Ты опять за свое? Спи давай, безумный нефтяник. Ну что ж, Мансур, это был очень классный фильм, ты очень хорошо сыграл. И я тебе хочу вручить этот именной сертификат Спасибо. за то, что ты прошел курс молодого актера, пришел к нам в проект Star Ballar, сыграл в фильмах и проявил свои настоящие актерские способности. Спасибо. Желаем тебе не останавливаться на достигнутом, а покорять все новые вершины кинематографа. Спасибо. Ну что ж, дорогие зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ну а мы с вами не прощаемся, а говорим всего лишь до свидания. До новых встреч! Дорогие ребята, если вы хотите попасть в наш проект, то подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграме StarBallar_PVL.